А новшества жилищного законодательства стали сегодня темой специального семинара для руководителей и специалистов коммунальной сферы. Важные изменения вступили в силу с начала года. Теперь лицензия, например, управляющим компаниям выдается сроком на 5 лет. Причем это правило распространяется и на ранее выданный документ. Для автоматического продления необходимо снова сдать квалификационный экзамен. Это бесплатно. Однако те, кто допустил за этот период хотя бы одно грубое нарушение, должны пройти серьезную проверку. Кроме того, будут закрываться компании-клоны и компании-пустышки. Компании, которые просто стоят без дела, на всякий случай, и на которые заведены лицензии. Они этой лицензии лишатся в случае, если на этих домах 6 месяцев не было ни одного дома. Да? То есть в реестре лицензий на такую компанию не было заведено ни одного дома. Здесь срок считается по-другому. Начиная с 11 января, компания, у которой уже 6 месяцев подряд не было домов, может лишиться лицензии. Да? Но для этого понятно, что Государственная жилищная инспекция должна провести ряд действий, но в принципе этого уже достаточно, если у вас такие компании есть. То есть пустышек больше не будет. Уже в этом месяце отношения потребителей и ресурсных компаний обретут новый формат. После принятия в третьем чтении поправки в законодательстве ресурсоснабжающие организации уже не смогут наложить вето на решение собрания собственников о переходе на прямые договоры. Кроме того, будет и принудительный порядок, если судом зафиксирована двукратная задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией. Каждый ресурсник понимает, лучше он сам будет срабатывать и забирать свои деньги. У нас по Усинску таких проблем нет. Да, мы давно по этой схеме работаем, и, скажем так, устраивает ресурсников и устраивает управляющие компании. Появились и новые основания для лишения лицензии управляющих компаний, в частности, за препятствование контрольной деятельности Государственной жилищной инспекции. Такие случаи в Коми уже есть. Всего сейчас в регионе 230 управляющих компаний. 6 в прошлом году были закрыты в связи с банкротством. 700 многоквартирных домов находятся на самоуправлении.